В эфире «Актуальное интервью». Сегодня мы побеседуем с президентом автоклуба «Медведь» Алексеем Кныш. Он расскажет нам о экспедиции, посвященной 55-летию алмазоносным россыпям Анабара. И вы сможете увидеть уникальные кадры с Попегайского кратера. Здравствуйте. Добрый день. Поговорим о вашем клубе. Сколько лет он уже действует и какие ступени развития вы прошли за это время? Наш клуб был зарегистрирован в 2010 году. Основной задачей у нас было проведение спортивных мероприятий. В 2012 году появилась идея автопробегов, которая 2 года назад уже приобрела более широкий формат благодаря Русскому географическому обществу. Автопробеги мы посвящали в честь забытых отдаленных мест, в честь знаменательных дат, связанных с алмазной промышленностью, в честь людей, живущих в отдаленных районах, а также к местам, вот как у нас был, к кратеру, связанный с какой-то аномалией. Вначале у вас были просто автопробеги, да, туризм. Сейчас у вас уже полностью экспедиции. Как вот вы перешли эту черту? Благодаря поддержке научно-исследовательского института геологии АЛРОСа, при поддержке компании АЛРОСа, мы начали более детально изучать ту географию тех мест, куда мы ехали. Расширили свои поиски, уже которые касаются чего-то более масштабного. И при такой вот грандиозной, конечно, поддержке у нас получается уже 2-й год осуществлять данные экспедиции, в которые они уже приобретают не только туристический, но и научно-исследовательский смысл. В этом году вы посвятили свою экспедицию 55-летию Анабарской россыпи. Расскажите, пожалуйста, подробнее о этой экспедиции, как такая идея, как все прошло. Ну, в прошлом году у нас была экспедиция на Патомский кратер, метеоритный кратер, который находится в Бодайбо. И изучая, значит, в интернете информацию о нем, наткнулись также, значит, на кратер Попегайский. Когда начали читать повнимательнее, оказалось, что это находится у нас в Якутии, в Анабаре практически, то есть недалеко, можно так сказать. Является достоянием ЮНЕСКО. Значит, эта катастрофа произошла 35,7 миллионов лет назад, это очень давно. И есть гипотеза, что вследствие разрушительной силы погибли динозавры. То есть начался ледниковый период. Диаметр его 100 километров, он огромный. И делит границу Красноярского края и Якутии. Поразило прежде всего то, что он находится в тундре. Но тундра, как правило, она безжизненна, то есть там растительности никакой нету, а именно в том месте, где произошел удар, то место очень густо заселено растительностью. Общее расстояние около 3000 километров. У нас было 11 человек в экспедиции. Мы выехали на 4 машинах, то есть у нас было 2 джипа и 2 полноприводных автобуса. Конечно, мы были готовы ко всему, взяли с собой все необходимое, чтобы отремонтироваться, и непредвиденные ситуации, если встретиться в пути. Но, слава богу, как я говорю, ничего существенного не произошло, были мелкие поломки, которые мы быстро их решали на самом деле. Так что можно сказать, что нам очень сильно даже повезло. Какие, в первую очередь, задачи и цели у вас были поставлены? Основной целью было найти этот метеоритный кратер, добраться на обычных неподготовленных машинах. Это наша была основной задачей. Значит, так как он огромный, с одной стороны, казалось бы, вроде бы его и легко найти, а с другой стороны, точек подъезда может быть 1000. И вот благодаря поддержке молодого научного сотрудника Саши Колесника, работника НИГП АЛРОСа, который занимался именно вычислением координат по картам, мы полностью ему доверились, и, в общем-то, он вел нашу колонну, потому что, скажем так, что мы там уже потом пересели на танкетки, потому что на машинах там не пройти. И 41 километр по тундре мы шли на 2 танкетках, и именно по тем координатам, которые определил Александр. Помимо того, что одной из основных задач у нас было добраться до метеоритного кратера, конечно, нам нужно было снять съемку, произвести съемку, видеосъемку с воздуха. С нами ехал Юра Зайцев, он уже с нами уже 2-ю экспедицию. Он парапланерист, брал с собой параплан. Также мы с собой брали дрон, чтобы взлететь.
А также стояла задача отобрать образцы породы на местности, потому что этот метеоритный кратер, он очень интересует геологов с точки зрения алмазоносности. Там, значит, есть такой минерал, как лэнсделит, который, как считают ученые, он крепче алмаза. В любом случае нужно было нам, это же научно-исследовательская работа в том числе, необходимо было все, что у нас было запланировано, выполнить. Несмотря на холодную погоду, Юра взлетел. Получилось нам взять кадры, хорошие кадры, которые являются доказательством того, что мы были там на метеоритном кратере, потому что есть снимки с интернета, и наши снимки, они совпадают. Видно отчетливо те рельефы местности. Мы также прям выехали на заброшенный поселок геологов, который 70 лет назад там стоял, которые отбирали там пробы. То есть это уникально. В таком размахе территории попасть четко на поселок, ну, молодец, Саша, конечно. Они на снегоходе добрались, сделали фотографии, значит, этого поселка разрушенного. Лебедки, которые стоят, бочки, там, шурфы, отобрали породы. И породы эти направлены, значит, в научно-исследовательский институт геологии Алроса на изучение. Какие у вас имеются интересные планы, может, уже на следующий год или вот на ближайшее время, тоже связаны с экспедицией, с туризмом? Ну, планируем на следующий март также экспедицию. Идей много. Какую конкретно выберем, мы еще не знаем, потому что будем изучать. У нас вот на прошлой неделе прошла пресс-конференция, значит, в МПТИ перед студентами, где нам было предложено такое конкурс-задание на лучший проект. Возможно, он поступит от студентов, и он будет чем-то кардинально отличаться от наших экспедиций, чего, в принципе, хотелось бы. Что движет вами больше всего? То, что вот столько лет посвятили этому делу. Помимо этого, у вас, наверное, еще и своя какая-то личная жизнь, работа. Движет. Движет интерес, движет познание, открытие нового. Просто, наверное, надо сказать, что у многих бытует мнение, что мы живем на круге географии, где ничего нету. И когда мы начали первые экспедиции свои проводить, я убедился в обратном, когда начал читать литературу и общаться с местными людьми. Якутия очень уникальный край, очень богатый историей. Здесь в древние времена проходили такие события, о которых, наверное, я не знаю, где-то в центральных регионах России и не было такого. Это надо все изучать. Я не буду рассказывать, не хватит времени, поэтому читайте больше про Якутию, приезжайте в гости. Мы также, как и Русское географическое общество, направлены на развитие туризма. Я уверен, что здесь тоже очень есть чем привлечь туристов, даже, скажем, те же Айгулдакские котлы. Вот. Мы как раз работаем над этой темой. Рано сейчас что-то говорить официально. Но направлений несколько есть, они прорабатываются, и мы будем в любом случае делать Якутию, Западную Якутию интересной для туризма. Алексей Алексеевич, спасибо, что уделили время и ответили на наши вопросы. Спасибо и вам, спасибо каналу 24, Саха-24 за проявленный интерес к нашей деятельности. А я напомню, с нами был президент автоклуба «Медведь» Алексей Кныш. До новых встреч в эфире.